Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе одобрен открытый конкурс на установку памятника Сергею Багапш. Итоги заседания Госкомиссии по монументальному искусству. С целью облегчения отслеживания своих платежей запущен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика». За неделю 20 представлений гастроли осетинского Тюза Саби в Абхазии. В Кабинете министров Республики Абхазия состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству по председательству премьер-министра страны Валерия Бганба. Комиссия по монументальному искусству утвердила проекты памятников. Одобрен вопрос проведения открытого конкурса на установку памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш в городах Сухуми и Очамчира. В столице на площади имени Багапш будет установлен его бюст. Комиссией также были рассмотрены проекты памятника для установки на могиле героя Абхазии Мушнихвардске в селе Лыхна, представленные в рамках объявленного ранее конкурса. Были представлены два проекта Руслана Габлия и Тамары Лакарба, а также проект народного художника России Щербакова. Оба проекта были очень тщательно рассмотрены комиссией. И есть рекомендации к доработке для того, чтобы окончательно уже выбрать один из этих проектов. И также очень, на мой взгляд, правильное было замечание комиссии о том, что впредь на монументальную комиссию будут выноситься проекты, которые представлены в виде макетов. Государственная комиссия также одобрила проект памятника Фазилю Искандеру в Сухуме, разработанный скульптором Виталием Дженя. Ранее Государственная комиссия по увековечению памяти Искандера одобрила решение воздвигнуть памятник на набережной Махаджиров в Сухуме. Рассматривался вопрос памятника классика литературы нашего известного писателя Фазиля Абдуловича Искандера. Как вы знаете, в 2019 году исполняется 90 лет со дня рождения писателя. И на конкурс был представлен проект Виталия Джения, памятник Искандера. Предполагается его установить напротив гостиницы «Рица» в парковой зоне, которая предполагает такой интересный ландшафтно-архитектурный такой ансамбль, который позволит максимально, я бы сказала, сократить расстояние между его читателем, зрителем и самим писателем. Интересное решение такое памятника получилось, что любой желающий может подойти, присесть вместе с ним на эту скамейку. Комиссией также рассмотрено обращение исполкома Политсовета Коммунистической партии Абхазии об установлении в Сухуме памятника политическому деятелю Николаю Акиртава. Также в ходе совещания был одобрен проект мемориального сооружения скульптора Руслана Габлия, символизирующего начало Отечественной войны народа Абхазии. Памятник планируется установить в районе Красного моста в Сухуме. По предварительным данным, работы по установке мемориалов начнутся в 2019 году. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провел рабочее совещание по вопросу устранения сложившихся проблем на полигоне твердых бытовых отходов в Сухуме. Вокруг территории размещения отходов, производства и потребления складывается неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Задача встречи – определить круг последовательных мер с целью улучшения ситуации, основанных на мнении наших экспертов. Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов не должна сказываться на качестве жизни людей, живущих вблизи территории полигона, сказал Валерий Бганба. Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар пояснил, что сегодня важно приступить к этапу рекультивации полигонов и их правильной эксплуатации. По его словам, на данном этапе является возможным организовать концептуально правильный прием складирования и изоляцию отходов. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава в свою очередь отметил, что при выборе земельных участков с целью организации нового полигона твердых бытовых отходов должны учитываться геологические, гидрогеологические и санитарные аспекты. Завершая встречу, премьер-министр Валерий Бганба поручил руководителям соответствующих структур разработать проект программы поэтапного решения проблемы утилизации мусора в стране.
На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия запущен новый электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Он направлен на облегчение работы налогоплательщика в части отслеживания своих платежей, начислений, штрафов, пени, если таковые имеются. Создание личного кабинета налогоплательщика на сайте ведомства – результат комплексной работы, связанной с заменой бланков ИНН. Рената Шакая продолжит тему. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет дистанционно, без личного визита в инспекцию, получать актуальную информацию о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом, о суммах уплаченных налогов, суммах недоимок и задолженности по пеням и штрафам при их наличии. Сервис позволяет получать данную информацию по видам налогов. В случае необходимости можно получить подробную информацию с детализацией сумм по датам поступлений и начисления налоговых платежей. Такая идея возникла давно, просто не было возможности создать, но доступ к информации о налоговых начислениях и платежах нужны всегда. Это понятно и налогоплательщикам, и нам. На сегодняшний момент мы реализовали такую возможность, предоставили им возможность просматривать эти суммы. Для нас мы его для себя назвали личный кабинет первого уровня. Просто информативный, когда человек смотрит свою реальную картину. На следующем этапе мы должны подготовить личный кабинет второго уровня, когда налогоплательщики смогут удаленно сдавать налоговую бухгалтерскую отчетность через интернет. Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» осуществляется с помощью логина и пароля. Логином налогоплательщика является присвоенный ИНН. Получить пароль можно в налоговой инспекции, в которой налогоплательщик состоит на налоговом учете. Пароль может получить руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, либо лицо, уполномоченное представлять бухгалтерию и налоговую отчетность в налоговые органы. Много вопросов решено. Создан реестр налогоплательщиков, где отражаются все состоящие в налоговом учете индивидуальные предприниматели и юридические лица. Помимо этого проведена работа в плане терминалов. Прием платежей осуществлять можно, налоговых платежей. Это тоже стало возможным с нашим новым программным обеспечением. Там идет взаимодействие программ терминальных и нашей. При обращении в налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Налогоплательщик, являющийся индивидуальным предпринимателем, для получения пароля также вправе обратиться к курирующему налоговому инспектору по участку. Рената Шакая, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В рамках гастрольного тура в Абхазии вот уже неделю находится Североосетинский кукольный театр юного зрителя «Саби». За это время актеры поставили на сцене Абхазского драматического театра спектакль «Легенда гор». О сюжетной линии постановки и о том, как абхазский юный зритель принял гостей, расскажет Саресмар. Спектакль «Легенда гор» поставлен по мотивам осетинских народных сказаний. Остросюжетная линия постановки в инсценировке режиссера-постановщика Амзора Баракова в сочетании с яркими характерами, полными национального колорита, держит зрителя в интриге до конца представления. Особенность постановки заключается в том, что она сопровождается осетинскими народными мелодиями. Актеры театра передали образы героев через планшетные куклы, каждую из которых ведут по 2 актера. Это вот у нас мама главной героини. Управляем вдвоем, потому что это новый такой прием у нас в театре. Вот этот персонаж – это женщина, которая потеряла сыновей, потеряла мужа. Это все сделала, в общем, колдунья. И вот она ослепла после таких потрясений. И сейчас у нее осталась только дочь. И для нее это самое важное в ее жизни теперь. Постановка заставила зрителей переживать за главных героев истории, которым, как в любой хорошей сказке, предстоит смело бросить вызов коварству и злу. Согласно сюжету, храбрый джигит Ацамаз должен избавить родной аул от проклятия злой колдуньи. Я наслала на всю твою страну голод! Рано смеешься, ведьма! Как ни старайся, не вырвать тебе надежды. В
спектакле задействовано порядка 20 человек. Это не только актеры, но и световики, постановщики. Роль одного из отрицательных героев, великана, исполнял актер театра Григорий Гапузов. Он признается, что в силу разных обстоятельств ему часто приходится играть отрицательных героев. Но, по словам Григория, вжиться в образы ему не составляет никакого труда. Ну так сложилось, видимо, из-за роста или благодаря чему я постоянно играю вот такие характерные роли. То есть мне дают роли вот каких-то постоянно, злодеев, каких-то вот таких вот. Поэтому как бы, в эту роль, конкретно в эту роль мне было вжиться не сложно уже. Но то есть это уже не первая роль, где я играю злодея. История самого театра Саби очень богата. Открыт он был еще в 40-е годы прошлого столетия. За это время пережил много трудностей. Не раз практически полностью менялся актерский состав. Сегодня в театре играет немало народных артистов Осетии. Ежегодно труппа театра выезжает на гастроли. Более того, театр проводит благотворительные показы. В Абхазии осетинские актеры находятся уже неделю. Абхазский зритель, в основном это школьники, очень тепло приняли актеров. Они сопереживали героям и с интересом смотрели постановку. Ярким свидетельством тому является атмосфера во время игры актеров. Поднимайся, слуга мой верный! Убей его! Нет, не убей! На тебе! То, что сегодня мы пропагандируем среди нашего детского населения, хотели бы, чтобы и дети Абхазии тоже посмотрели этот спектакль. Очень тепло нас принял абхазский зритель. Дети просто чудесные, очень внимательно и тихо смотрят спектакль, что, честно говоря, очень важно, потому что, впрочем, наверное, дети везде одинаковые, бывают и шумные, но с очень большим интересом нас смотрели. Как и в предыдущие дни, зрительский зал был переполнен. Во время спектакля дети не могли скрывать эмоций и порой выкрикивали и даже вскакивали со своих мест. А после показа живо делились впечатлениями между собой. Отрадно, что для каждого ребенка смысл, на первый взгляд, не совсем простой постановки оказался понят правильно. В этом спектакле я понял то, что даже вот главный герой, который он спасал ради своей любви, он даже спасал незнакомого человека. Даже если человек тебе не знаком, надо помочь другим. Мне очень понравился спектакль, потому что добро всегда побеждает зло. Больше всего мне понравилась Алана. Она очень хорошо играла, она очень была красивой. Мне она очень сильно понравилась. Этот спектакль как настоящий. Из спектакля я поняла, что добрые дела, добрые люди всегда побеждают зло. Как и в каждой доброй сказке, конец истории оказался жизнеутверждающим. Злая колдунья повержена, и родной аул избавлен от ее проклятия. Эта история еще одно доказательство того, что добро всегда побеждает. Царец мэр Роберт Ломия. Абхазское телевидение. Команда Сухума приняла участие в международном чемпионате по каратэ-до Шотокан КЗХ, который прошел в мексиканском городе Акапулько. В борьбе за черные пояса приняло участие 150 спортсменов среди мужчин возрастной категории 45 лет и старше в разделе ката. Победу одержал Ахра Абухба. Среди девушек 18-20 лет Николь Агумава первое место в разделе фукуго и второе место в ката. Роза Бигвава первое место ката и второе место фукуго. Среди женщин 20 лет и старше на первом месте Сима Харазия. В командном разделе ката в возрастной категории 18+ победила абхазская команда. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.